Республикан бура бурадыны лып. Сөмінметчинтіні гуалан йоглы дата история для могы школаны вуль иньяс. Федеральный шорин даш оцавны. Таилы шорнитысны Россияса экологической операторын вешкадлыждени Спуцаев да Коми Республикаса Юралыш Владимир Уйба. Вопрос именно цивилизованного, комплексного системы обращения с ТКО для нас крайне важный. Спасибо большое за, во-первых, ваше упорство в этом вопросе, что вы республику не отталкиваете, хотя мы непростой в этом отношении регион, часть того, что очень сложно формировать мнение у людей. Мы сегодня покажем вам несколько площадок. На самом деле каждая площадка – это сразу отторжение, людей нет, ни в коем случае не надо. Но при этом на вопрос, а что делать с отходами, ответа у людей, естественно, нет. Я говорю, ну хорошо, мы не будем делать цивилизованный полигон, сортировку, утилизацию. Но мы продолжаем просто копить это все богатство, да, в кавычках, которое там отравляет и воздух, и воду, потому что все равно вся эта история потом с ручьями, с талыми водами все равно попадает и в реки, и в озера и так дальше. Весь тот негатив, который мы имеем из-за старых объектов, да. И, к сожалению, то мнение, о котором вы сейчас говорили у населения, оно сформировано даже не полигонами, а свалками, которые остались еще с советских времен. Да. Они не, скажем так, не регламентно в настоящий момент эксплуатируются. Соответственно, появляются не только запахи, но, как было справедливо вами отмечено, и много негатива, связанного с отложениями, которые мы пускаем в природу. Это и фильтраты, которые содержат в себе максимум всего, что мы относим к угрожающим жизни и здоровью человека. Плюс полигоны, если, точнее не полигоны, а именно старые свалки, они еще и горят. Да. И это тоже, к сожалению, химический процесс, который остановить невозможно в случае, если он, я имею в виду, свалка эксплуатируется нерегламентно. И в этой связи единственный выход – это строительство современных объектов, которые, во-первых, значительно снизят объемы захоронения. По указу президента целью является фактически кратное снижение объема захоронения, а остальное будет поступать на переработку. И только такой способ на самом деле может нас всех спасти от мусорного коллапса.